Самоизоляция стал тяжелым временем для всех, и особенно для спортсменов, которые привыкли к постоянной активности. Но воспитанники секции по джиу-джитсу не стали в этот период слабее, медленнее или менее выносливее, а все потому, что продолжали тренировки у себя дома. Жизнь после пандемии изменилась, в том числе спортивная жизнь. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, ученики Магасовской секции бразильского джиу-джитсу распределены на несколько групп, так, чтобы их численность не превышала допустимую норму. В этом клубе успешно осваивают джиу-джитсу и дети. Один из таких – Артур Алмазов, совсем недавно получивший серый пояс. Традиционная экипировка борца бразильского джиу-джитсу – ги – кимоно для борьбы. Эта форма также является одной из причин, по которой многие родители в столице нашей республики выбирают данный вид спорта для своих детей. Я занимаюсь джиу-джитсу 2 года, и за это время я изучил очень много свип, узнал очень много техник и узнал новые положения. Приезжал человек с коричневым поясом, когда кончалась тренировка, мне вручили серый пояс в конце тренировки. Этот серый пояс очень хорошо идет к моему черному ги. Вот здесь у меня пришито знаком душети, здесь пришито еще и сзади здесь тоже пришито значок. Возрастных ограничений и требований к физическому состоянию будущего спортсмена практически нет, кроме тех, что предписаны врачами. Опытный тренер, обладатель пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу и черного по дзюдо, обязательно проинструктирует и оценит уровень физической и технической подготовки. Этот вид единоборства делает упор на перевод соперников в партер и использование технических действий борьбы на земле. Клуб «Стрела Тим» – это не просто зал, где тренируются люди самого разного возраста, но и сообщество друзей, которые вместе участвуют в соревнованиях. Есть арабская ассоциация, которая устраивает соревнования. Они пройдут в Москве, мы на них обязательно попадем. Потом мы также рассчитываем в Москве по версии IBBGF будет еще гимназиум, то есть самые большие юниорские в Европе соревнования. То есть они официально уже на своих сайтах это все вывесили, то есть одобрение, то есть они пройдут. И мы туда собираемся, и я думаю, что мы поедем. Бразильское джиу-джитсу стремительно набирает популярность в России. Этот вид единоборств позволяет развить не только физические способности, но и морально-волевые качества. Ведь побеждают в первую очередь головой. В этом клубе есть и спортсмены с большими достижениями. Ислам Хазбиев в прошлом году стал победителем чемпионата мира по бразильскому джиу-джитсу среди обладателей желтых поясов своей возрастной категории. К этому успеху юного спортсмена привел упорный труд в течение 4 лет и огромное желание быть первым. Пришлось выиграть 4 схватки, все подряд. Все противники были довольно хорошие, но в финале против меня вышел дагестанец. Он был тоже очень хорош, но я смог выиграть. Я занималась 4 года в бразильском джиу-джитсу. И вначале больше всего я занимался в Санкт-Петербурге. Тоже клуб «Стрела Тим». Сильнейшие бойцы, выступающие в таких организациях, как UFC, Bellator и так далее, являются либо выходцами из бразильского джиу-джитсу, либо изучают его дополнительно для совершенствования своих навыков. И это еще один довод, подтверждающий эффективность данного вида единоборств. Арон Аздоев, Магомед Даскиев, Новости 24.